Ассаламуғалейкум, сіздермен Айвар Азаматов. Бұл жолы біз өте маңызды тақырыпты қарастырамыз. Мен сізге қазақстандықтардың өз отанынан шықпай-ақ әлемдік жетістікке жеткен туралы 5 оқиға айтып беремін. Сонымен кеттік. Коронавирус, кризисы, спад экономики, рост безработицы – все это заставляет грустить. Весь мир и Казахстан сегодня переживают тяжелый период. У многих людей опускаются руки. Они не видят свет в конце тоннеля. Они не знают, что делать и как жить дальше. Последние 7 лет количество приезжающих жить в Казахстан уменьшается, а количество уезжающих из Казахстана навсегда увеличивается. Сегодня как никогда важно вспомнить живые примеры, когда же в самые сложные времена казахстанцы, взяв волю в кулак, вырывались вперед и брали самые большие вершины современного мира. Сегодня шутка про выключенный свет в аэропорту Казахстана не актуальна. Наши герои – это люди, которые наоборот включают свет везде, и в аэропортах Казахстана, и ежедневно зажигают свет в сердцах людей. Они живут в Казахстане, Меняют себя и выводят Казахстан на совершенно иной уровень. Да, в Казахстане есть куча минусов и проблем, если сравнивать с передовыми странами нашего мира. Но далеко не каждая страна может похвастаться такими достижениями и такими историями. Моя цель не превознести государство и действия правительства, а в первую очередь вспомнить гениальных людей, которые прорвались на мировой пьедестал при всех минусах и проблемах казахстанского государства. 5 историй, как казахстанцы не только не уехали из Казахстана за красивой жизнью, а работая здесь, в Казахстане, добились мирового признания и успеха. Итак, встречайте топ-5 историй, как казахстанцы пошатнули мир и навсегда вошли в историю. И да, видео не про Димаша, Гену и Тимура. В видео вы узнаете не менее ошеломительные истории других людей. Друзья, я вам уже рассказывал о курсах Казахша Сөйле, а теперь хочу вам их показать. Занятия проходят в городе Алматы, есть также дистанционное обучение, но что я хотел отметить, то что самое главное отличие этих курсов от других, то что здесь обучение проходит полностью за компьютером в специально разработанной программе. Вы поэтапно решаете задание за заданием на компьютере, а рядом стоящий преподаватель помогает вам не допустить лишних ошибок, объясняет вам и направляет вас в нужную сторону. Далее вы с выполненным заданием проходите к экзаменатору. Не сдав задание экзаменатору, вы не сможете пройти дальше. Помимо этого, вы с преподавателем на каждом уроке изучаете новые правила грамматики. Смотрите, когда мы говорим «сен», окончание всегда будет «сын» либо «сын». Например, «сен» – студент, да? Вот смотрите. Студент. Сын. Почему? Потому что здесь мягкое гласное, поэтому будет сын. А если бала, сын будет. Здесь потому что твердое гласное. Таким образом, 3 раза в неделю вы изучаете казахский язык, изучаете новые слова и учитесь говорить на казахском. Здесь вы сами решаете задания, а преподаватель только подсказывает вам и направляет вас. Именно системно, поэтапно обучаясь, вы сможете достигнуть результата. Курсы состоят из 6 уровней, с самого нулевого уровня до уровня владения языком. Если вы хотите обучаться так же, как и я, пишите на этот номер WhatsApp, и если вы скажете, что узнали об этих курсах от меня, то вам дадут скидку 10%. Вперед!
Иманбек Зейкенов. Первая сумасшедшая история успеха случилась совсем недавно, и возможно вы о ней слышали. Никому неизвестный 18-летний парень из небольшого казахстанского города Аксу в один миг залетел во все музыкальные чарты мира. Иманбек Зейкенов работал сигналистом на железнодорожной станции, А в свободное время любил видоизменять песни и делать ремиксы. Так бы и жил себе Иманбек жизнью железнодорожника, если бы не его любовь экспериментировать и делать что-то новое. В один из сурковых выходных от работы дней он нашел в соцсети ВКонтакте вышедшую в 2016 году песню Roses исполнителя Карлоса Сент-Джона. Это была обычная рядовая песня американского исполнителя, не набравшая популярность. Однако Иманбеку эта песня понравилась, и он захотел над ней поэкспериментировать. Несколько часов спустя свой ремикс на эту песню он выложил в свою маленькую группу ВКонтакте, не ожидая ничего и даже немного испытывая неловкость. Через некоторое время эту песню начали размещать у себя крупные музыкальные сообщества. Вскоре ему начали поступать предложения с контрактами от лейблов разных стран. Но самое главное, ремикс Иманбека на песню Roses стал покорять страны одну за другой. Сначала он возглавил все чарты Казахстана и России, а после устремился в Европу. Этот ремикс зазвучал изо всех колонок машин, но никто даже не мог догадаться, что этот шедевр сделал за несколько часов парнишка из казахстанской глубинки. А что, так можно было, что ли? Уже вскоре ремикс завоевал все музыкальные чарты Европы и США. И наконец, к концу года ремикс возглавил общемировой чарт сервиса по поиску песен Shazam. Это означало то, что название этой песни больше всех ищут по всей планете. Иманбек стал первым музыкантом из постсоветских стран, который возглавил чарт Shazam и попал в топ-25 песен американского чарта Billboard. Автор первой версии Roses, Карлос Сент-Джон, подписался на Иманбека в инстаграме и написал ему: «Ну ты даешь, чувак». Сегодня Иманбек Зейкенов известный диджей. Ну то есть у меня даже нет времени деньги потратить, серьезно. Он уволился с работы на ЖД и регулярно радует своими композициями, которые тоже пользуются популярностью. На это все у меня ушло 2 часа и 15 минут. Друзья Иманбека вспоминают, что он однажды сделал шуточное фото, что якобы возглавил чарт Shazam. Но эта шутка, благодаря труду и экспериментам, стала реальностью. Вот такие вот таланты живут в Казахстане, которые за несколько часов могут сделать мировой шедевр. Номад Станц и Жайдарбек Кунгужинов. Следующая история не менее увлекательная и впечатляющая. История о том, как команда каскадеров из Казахстана покорила Голливуд и теперь участвует в съемках в разных точках планеты. Это сейчас с ними на одной площадке работают Брюс Уиллис, Киану Ривз, Самуэль Л. Джексон и Колин Фаррелл. Господи, сам видел и до сих пор в шоке. Но не все всегда так было радужно. И как вы знаете, выйти на такой уровень не поможет даже Агашка с левого берега. Чтобы узнать эту историю лучше, нам нужно вернуться на 20 лет в прошлое. В Казахстане еще совсем не развит интернет, и соцсетей тоже еще никто не придумал. Парень по имени Жайдарбек работает конным акробатом в государственном цирке города Алматы. Еще несколько лет назад он освоил свою работу от и до, и его жизнь похожа на один длинный день. Он хочет перейти на другой уровень и ищет, где бы продолжить свой путь. Его периодически зовут на съемки исполнителем трюков, однако каскадером он назвать себя не может, он лишь познает азы этого искусства. Но, как говорится, для готового коня всегда найдется арена для выступлений, а если этот конь еще и с хорошим каскадером в седле, то найдется непременно. В 2003 году в Казахстане стартуют съемки первого масштабного исторического фильма «Кочевник». На съемки приезжают киноспециалисты со всего мира, в том числе и американский каскадер российского происхождения Владимир Орлов. Он знакомится с Жайдарбеком и приглашает его вместе с командой из цирка на фильм «Кочевник», где в экстренном
современном виде обучает их азам каскадерской профессии. Фильм «Кочевник» становится отправной точкой для Жайдарбека и его длинного пути в кино. После будут фильмы «Монгол», «Ракетир», «Ночной и дневной дозоры», знаменитый трюк, когда всадник верхом на лошади пробивает стену. Параллельно с этим им создается компания Nomad Stunts, которая специализируется на трюках с использованием лошадей. Долгое время Жайдарбек не знал, как попасть в Голливуд, и решил поехать в Лос-Анджелес, чтобы узнать, по каким критериям они выбирают каскадеров в свои фильмы. По возвращению из города ангелов в своем доме рядом с Алматы он оборудует базу подготовки. Здесь он планирует воспитать команду каскадеров высшего класса, которые ворвутся в лучшие киностудии мира. Теперь главный акцент Жайдарбек ставит на дисциплину и ежедневную многочасовую подготовку. Он расширяет навыки своих каскадеров, постановка и исполнение боевых сцен, падение с различных высот, работа на трассах, горение человека и взрывы. Жайдарбек решает, что у каждого каскадера должна быть своя специализация, что делает всю команду в целом универсальной. В итоге, через несколько лет его команда Nomad Stunts выходит совершенно на другой уровень и начинают поступать приглашения из США. Сегодня в активе команды Nomad Stunts постановка трюков в таких фильмах, как «Викинг», «Бахубали», «Рождение легенды», «Конан Варвар», «Марко Поло», «Письмо королю», «Путь домой», «Неудержимые 2», а также «47 Ронинов» и «Воскресший Эртугрул». Сегодня их приглашают по всему миру, а совсем недавно на экраны вышел фильм «Мулан» от американской компании Disney, где каскадеры Nomad Stunts не только организовывали трюки, снимались в качестве воинов, но и руководитель команды Жайдарбек Кунгужинов сыграл роль генерала отряда волков бунского вождя Бурихана. И сегодня они ежедневно тренируются на базе под Алматой. Вы можете ехать в автобусе, смотреть фильм про Киану Ривза, а каскадеры из этого фильма могут сидеть рядом с вами. Такая вот всемирно известная команда каскадеров Nomad Stunts, и она из Казахстана. Наша третья история, возможно, изменит ваше представление о казахстанском футболе. Вот смотрите, если я утвердительно скажу, что казахстанский футбольный клуб выигрывал 2 раза Лигу чемпионов, вы мне не поверите и скажете: Айвар, Да что ты, черт побери, такое несешь? однако я говорю чистую правду. Действительно, 2 раза казахстанский футбольный клуб выигрывал самый престижный турнир Европы – Лигу чемпионов и даже межконтинентальный Кубок планеты. То есть официально признавался не только лучшим клубом Европы, но и всего мира. И да, это было не в параллельной вселенной, а в реальности. И да, в 21 веке. Вот только одно но. Есть одно но. Это было не в большом футболе, а в мини-футболе. Мини-футбольный клуб «Кайрат», базирующийся в городе Алматы, считается одним из лучших мини-футбольных клубов планеты. Клуб был создан относительно недавно, в 1995 году. Сначала он забрал все кубки в Казахстане, а после нацелился на Европу. Переломным моментом в истории «Кайрата» стало решение привлекать из-за рубежа бразильских футболистов и тренеров. Местные ребята перенимали у них опыт, а молодые бразильцы делали себе имя. После нескольких неудачных попыток победить в Европе, в 2013 году мини-футбольный клуб «Кайрат» с талантливым тренером Какао во главе сенсационно ворвался в полуфинал главного турнира в мини-футболе, финал 4. И не только ворвался, но и обыграл именитую испанскую Барселону со счетом 5-4. Да-да, вы не ослышались, Барселону. Тогда испанцы были в шоке. Проиграть в полуфинале самого престижного турнира команде из Казахстана было для них сумасшествием. Как сказал тогда главный тренер «Кайрата» бразилец Какао, во всей Европе никто не верил в нашу победу. Теперь все о нас говорят. Европа долго не могла принять, что она проиграла Казахстану. Но команда из Казахстана ринулась дальше и в финале Лиги чемпионов оставила неудел московская «Динамо». Тогда на мини-футбольном небосклоне появилась новая звезда. В 2014 году команда из Казахстана вырывает победу в финале межконтинентального кубка по мини-футболу, опять же у московского «Динамо», и становится лучшим клубом планеты. В 2015 году алматинский «Кайрат» в столице Португалии в финале Лиги чемпионов еще
еще раз показывает, кто теперь батька в мини-футболе, и снова обыгрывает испанскую Барселону. Европа наконец начинает соглашаться, что проигрывать в футболе Казахстану – это нормально. Сегодня мини-футбольный клуб Кайрат регулярно проходит финал 4, где наводит страх на своих соперников из Европы. Да, вы можете возразить, что там в основном играют бразильцы, но это не совсем так. Из 17 игроков, заявленных в 2020 году, 11 были граждане Казахстана. С другой стороны, только играя с лучшими и перенимая опыт у лучших, можно добиваться результатов на мировой арене. То, что мини-футбольный клуб из Казахстана за несколько лет ворвался в список грандов мини-футбола, это факт. Да, с казахстанским руководством во главе. Да, тренируюсь в Казахстане. И да, играю в казахстанском чемпионате с ребятами из Казахстана в стартовом составе. И пока казахстанские команды из большого футбола мечтают когда-нибудь выйти из группы Лиги Чемпионов в следующий раунд, мини-футбольный клуб Кайрат из города Алматы мечтает в 3-й раз привести Кубок Чемпионов в Казахстан. Мы идем дальше и переходим к абсолютно уникальной истории. Казахстан – это единственная страна, которая за всю историю выиграла 4 раза подряд Олимпийские игры по боксу в весе до 69 килограмм. Как известно, Олимпийские игры – это самый престижный спортивный турнир планеты. Соревнования по боксу присутствуют только на летних Олимпийских играх. Лишь один раз в 4 года главные боксеры со всего мира выясняют, кто же действительно лучший в этом виде спорта. И вот уже на протяжении 12 лет 4 Олимпиады подряд казахстанские боксеры завоевывают золотую медаль по боксу в весе до 69 килограмм. Удивительно, что эти победы завоевывает не один и тот же боксер, а каждую Олимпиаду разный. В 2004 году на родине Олимпийских игр в Греции в финале Бахтияр Артаев сенсационно побеждает двукратного олимпийского чемпиона и самого техничного боксера планеты на тот момент Олега Саитова и начинает победную серию. В 2008 году в столице Китая в этой же категории золото увозит с собой Бахыт Сартекбаев. В 2012 году перенимает эстафету талантливый Серик Сапиев и золото снова в Казахстане. В 2016 году в полуфинальном бою на Олимпиаде в Бразилии Данияр Елеусинов получает тяжелейшее рассечение, но выигрывает бой. Через несколько дней в финале Олимпиады, несмотря на постоянную угрозу попадания в эту рану, которая могла стать причиной технического поражения, Данияр Елеусинов играючи доводит до победы бой с боксером из Узбекистана. И снова золото Олимпийских игр в этом весе уезжает в Казахстан. Это триумфальное доминирование в полусреднем весе потрясло мировое сообщество бокса. За это комментаторы и любители бокса категорию до 69 килограмм прозвали казахский вес. Единственная страна, которая приблизилась к похожему результату, это сборная Кубы. Боксеры из южноамериканской страны также 4 раза подряд одерживали победу по боксу на Олимпийских играх. Они совершили это в тяжелом весе. Но есть одно но. Дело в том, что 3 раза подряд выигрывал один и тот же человек. Это был Феликс Савон. А сразу после него от Кубы в этом же весе выиграл Одланир Солис. В отличие от Кубы, Казахстан 4 раза одерживал победу, выставляя всегда разных спортсменов. Конечно, кубинцы великие боксеры, но все же каждую Олимпиаду побеждать с новым представителем – это совсем другое достижение. Еще один интересный момент – то, что в 2000 году на Олимпиаде в Австралии весовые категории были распределены немного иначе. Полусредним весом считался вес от 63,5 кг до 67. И еще был не отменен первый средний вес от 67 кг до 71 кг, то есть тот самый казахский вес. И удивительно то, что ровно 20 лет назад, в 2000 году, в первом среднем весе золото завоевал тоже спортсмен из Казахстана. Это сделал Ермахан Ибраимов. Именно после этой Олимпиады весовые категории были изменены. Первый средний вес был отменен совсем, а полусредним весом теперь стал считаться вес от 64 до 69 кг. И сразу после изменений в 2004 году начал победную серию Бахтияр Артаев. Если считать и победу Ермахана Ибраимова, то получается,
что боксеры из Казахстана одерживают победу в этом весе с 2000 года и не 4 раза подряд, а целых 5 раз подряд. Вот такие вот сумасшедшие дела. Не могу не упомянуть, что 2 из 5 вышеупомянутых казахстанских боксеров не только забирали золотые медали, но и признавались самыми техничными боксерами Олимпиады среди всех весовых категорий и награждались Кубком Вела Баркера. И это Бахтияр Артаев в 2004 году и Серик Сапиев в 2012. Интересно и то, что за всю историю Олимпийских игр звание самых техничных боксеров и Кубок Вела Баркера больше боксеров из Казахстана выигрывали только боксеры из США. У них 5 кубков, а у Казахстана 3. И это с учетом того, что Казахстан участвует в Олимпийских играх только последние 29 лет. Безусловно, все эти победы абсолютно не случайны. Да, возможно, есть одаренность от природы для занятий боксом, но стоит отметить то, что все упомянутые выше боксеры кровью и потом преодолели тяжелейший путь к своим золотым медалям. Такие впечатляющие результаты возможны лишь тогда, когда у страны существует целая система подготовки и доведения до результата талантливых ребят. Я считаю, это и есть тот самый повод для гордости. Другой вопрос: сможет ли Казахстан продолжить эту победную серию дальше? А мы переходим к нашей главной и такой же уникальной истории успеха из Казахстана. И этот успех не в спорте, не в музыке и не в кино. Единственная сфера, в которой Казахстан является мировым лидером, это продажа урана. Казахстан вот уже долгое время является страной номер 1 по добыче и запасам урана. Казахстанские СМИ часто с гордостью любят упоминать это достижение. Однако про человека, благодаря которому это достижение стало возможным, они упоминают редко. История этого современного батыра широко известна среди народа. Именно он создал урановую отрасль в Казахстане. Именно он вывел ее на первую позицию в мире. Но и прежде чем он это сделал, его жизнь была полна ярких событий. Очевидно, что о жизни этого человека снимут не один фильм, ведь его жизнь — это готовый сценарий. А прежде чем о нем снимут фильм ребята из Голливуда, давайте вспомним этого человека и его богатую биографию. Как известно, что у казахов ранее правителем мог стать только прямой потомок Чингисхана. У казахов есть даже специальный род, называемый Туре, которым именуют себя прямые потомки основателя Монгольской империи. Вообще, по количеству дальних наследников великого завоевателя в своем народе казахи могут посоревноваться даже с монголами. Ведь сегодня количество чингизидов среди казахов исчисляется тысячами. И вот как раз одним из таких носителей генов Чингисхана, представителем казахского рода Туре, является наш главный сегодняшний герой. Конечно же, в главных ролях у нас будет Мухтар Джакишев. Он родился еще в Советском Союзе, в городе Алма-Ата, в уже не близком 1963 году. Его отец – доктор юридических наук, заведующий кафедрой криминалистики, а мама – кандидат химических наук. С детства родители старались всесторонне развить маленького Мухтара. В 1980 году Мухтар окончил республиканскую физико-математическую школу и поступил на физический факультет Казахского государственного университета. Однако проучился он там недолго. Московский инженерно-физический институт создает специальный курс по физике, на который должны были быть собраны самые талантливые студенты со всего Советского Союза. И именно сюда приглашают его и его друга, тезку, тогда еще тоже неизвестного Мухтара Аблязова. Позже Мухтар Еркынович признается, что именно в этом месте его научили решать задачи любой сложности. Гений Мухтара дал о себе знать еще в институте. Проходя стажировку в отделе криминалистики Главного управления внутренних дел, он изобретает уникальный прибор – портативный лазерный детектор скрытых следов преступлений. Его изобретение производит фурор. Теперь с помощью лазера стало гораздо легче определять старые отпечатки пальцев на месте преступлений. О молодом студенте и его изобретении узнают американцы. Сначала его приглашают в США, а там на месте ему предлагают работу в ФБР, сумасшедшую заработную плату по тем временам и полный социальный пакет. Но Мухтар Джакишев твердо отвечает, что видит свое будущее только на родине.
За океаном он помогает раскрыть преступление 15-летней давности и возвращается домой. Позже Мухтар решает сменить сферу деятельности. Рушится Советский Союз, идет перестройка системы, плановая экономика уходит в прошлое, а самые пассионарные личности рвутся в предпринимательство. Здесь же испытывает свои силы и Мухтар. Эта сфера ему дается легко. Системное мышление и выход за рамки шаблонов быстро дают результат. Сначала он проявляет себя в фирме с необычным названием Бутия, а позже возглавляет компанию Алау Трансгаз. Конечно, Алау Трансгаз звучит внушительно, но к приходу Джакишева это была компания пустышка. На руках были только документы, печати и тысячи газовых баллонов. Все остальное было описано и принадлежало другим владельцам. Мухтар решил действовать постепенно и осмысленно. Подобно игре в шахматы, за несколько точных ходов он вернул все имущество компании, наладил систему сбыта и уложил конкурентов на лопатки. Это была фантастика. Всего за год Мухтар создал одного из лидеров на рынке. Посудите сами, к приходу Мухтара на балансе у предприятия изначально не было ни копейки, а через 11 месяцев Алау Трансгаз продавала 14 тысяч тонн газа в месяц. На компанию сразу же положили глаз международной корпорации, а правительство ринулось искать молодому гению ответственный пост на службе государству. Мухтару позвонили и сказали: «Ты нужен государству», и отказать нельзя. Мухтар и не был против, он всегда работал в интересах Казахстана. Однако, какой пост ему доверят, он и не догадывался. Совершенно неожиданно 8 сентября 1998 года его назначают главой национальной атомной компании Казатомпром. Это была разваливающаяся компания, доживавшая последние деньки. Показателен случай, когда Мухтар прибыл на свое первое совещание глав всех крупнейших госкомпаний Казахстана. В нелегком 1998 году главы других компаний один за другим докладывали о тяжелейшей ситуации на рынке. А когда речь дошла до Казатомпрома, тогда все дружно рассмеялись и хором воскликнули: «Ой, да там вообще задница!». Мухтару признались, что его назначили с одной целью – максимально мягко обанкротить компанию и постараться обустроить сотрудников на другие предприятия. Эксперты к тому моменту уже сделали заключение, что Казатомпром невозможно реанимировать. У компании были многомиллионные долги и беспросветное будущее. Вот в таких условиях Мухтар Джакишев приступал к работе. Более того, он совершенно не знал, что из себя представляет компания Казатомпром. Первое время он подходил к своим подчиненным и просил рассказать им, что же такое компания Казатомпром. Из-за этого по всему предприятию пошли слухи, что новый глава не от мира сего и нужно готовиться к еще худшему будущему. Немного разобравшись на своем новом месте работы, Мухтар на заседании правительства заявляет, что он не только не будет ликвидировать компанию, а наоборот, все силы теперь сосредотачиваются на выведении компании из кризиса. Шокированные работники еще больше убеждаются, что он не от мира сего, и еще больше опасаются перемен. Дела у компании были катастрофическими. Зарплату работникам не платят уже полгода. Народ готов к забастовке. Цена на уран падает, себестоимость растет, все счета компании арестованы. Вдобавку к этому процентная ставка старого многомиллионного кредита увеличивается с 18% до 29%. То есть это было такое наследство, с которым никто не знал, что с этим делать. И, по-моему, в тот момент было такое, знаете, ну вот, на тебе, держи, может, ты в этом разберешься. И, наконец, еще одна огромная проблема. На страны бывшего Советского Союза установлен лимит на продажу урана. Каждая страна может продавать только определенное количество урана, а уран – это главный товар Казатомпрома. Сколько бы его ни добывали, сколько бы его не было в недрах, продавать можно только в пределах лимита. Несмотря на все проблемы и недоверие окружения, Мухтар сохраняет хладнокровие и по старой схеме системно приступает к работе. В окружении юристов он летит в США и там триумфально добивается отмены этого лимита. Он доказывает, что Казахстан имеет полное право абсолютно на равных условиях продавать уран, как и все остальные страны в мире. Сразу после возвращения из Штатов он ставит компании задачу снизить производственную себестоимость урана,
чтобы конкурировать в цене с другими компаниями из-за рубежа. В итоге себестоимость снижается в 2 раза. Следующее решение Мухтара поставило всех на уши. Вместо того, чтобы требовать с простых рабочих еще больше трудиться, он наоборот начал всячески улучшать их бытовые условия. Он проехал по рудникам и увидел, что там царит полная разруха. Рабочие трудились по сути в скотских условиях. Туалеты, душевые, раздевалки, столовые были в безобразном состоянии. Изменив условия работы, он смог зажечь в сотрудниках искру заинтересованности и вселить надежду на перемену. Третье решение также поразило незнакомых с таким отношением сотрудников. По его поручению была полностью выправлена ситуация по зарплате. Работников стали мотивировать различными премиями. Люди стали больше ценить свое рабочее место. Более того, в компании была серьезная кадровая проблема. За 7 лет с момента развала СССР огромное количество специалистов разъехалось в другие страны. Опытных инженеров можно было посчитать по пальцам, и большинство из них были в предпенсионном возрасте. Любому станет понятно, что работать в такой ситуации практически невозможно. Добывать уран – это не класть кирпичи. Как известно, основной потребитель урана – это ядерная энергетика. Кроме того, уран применяется для производства ядерного оружия. В этой сфере непрофессионализм и безграмотность могут привести к плачевным последствиям. Мухтар вместе с командой принимает решение собрать костяк самых опытных и лучших инженеров, этакую летучую бригаду, которую назначают на наиболее ответственные участки работы. К ним в помощь прикрепляются молодые инженеры, только что выпустившиеся студенты, которые перенимают опыт. Причем не просто на практике, а с помощью разработанной компьютерной программы «Рудник», куда вносятся все данные, как проводить разведку местности, как производить вскрытие поверхности, на какую глубину с учетом всех нюансов, различных переменных и алгоритмов. Этими пошаговыми действиями Мухтар не просто выводит компанию из кризиса, а закладывает прочный фундамент будущего компании. Действия Джакишева выводят компанию из кризиса, работа на рудниках налажена, компания начинает медленно набирать обороты. Работники до сих пор привыкают к новым комфортным условиям, а руководящий состав в эйфории, как бы сейчас сказали, попивает смузи. Однако их еще новый, но уже родной глава компании действительно был не от мира сего. Дабы не дать расслабиться руководящему составу, он дает всем службам команду посчитать, сколько компания сможет добыть сырья в год. После тщательных подсчетов коллектив пришел к выводу, что гипотетически можно добывать 7800 тонн урана в год. Через некоторое время Джакишев дает новую невероятную задачу – обогнать по объему добычи мирового лидера компанию из Канады. Канадцы на тот момент в среднем добывали около 11 тысяч тонн в год. Мухтар же ставит цель стать номером 1 в мире и добыть 15 тысяч тонн, то есть увеличить добычу урана более чем в 2 раза. В 2004 году в финансовой столице мира в Лондоне Казатомпром официально объявляет, что совсем скоро станет мировым лидером по объему добычи урана. Все с юмором воспринимают заявление компании из Казахстана. Через 2 года, в 2006 году, когда цена на уран стала стремительно расти и отрасль стала еще более привлекательной, ведущие компании по добыче урана одна за другой стали заявлять о строительстве новых рудников. Несколько стран заявили, что построят 400 новых рудников. Из них Казатомпром объявил о строительстве только 17 рудников. Вы только представьте, в итоге в мире было запущено только 18 новых рудников из 400 объявленных, из которых лишь 1 был построен не в Казахстане. В итоге Казатомпром сенсационно вышел на 1 место в мире по добыче и запасам урана. После ошеломительного взлета в 2008 году Казатомпром за невероятную историю из грязи в князи во всем мире стали называть Cinderella Company, в переводе с английского «компания Золушка». Это был настоящий триумф. Казахстан, совсем недавно получивший независимость, становится мировым лидером в такой важной сфере, как добыча урана. Однако
и на этом Мухтар не останавливается. Ему хочется сделать нечто большее для Казахстана. Он решает не просто продавать уран как сырье за границу, а здесь, на территории Казахстана, создать систему по переработке урана в готовые таблетки для ядерных реакторов. Ведь это уже совсем другой уровень производства, и цены на эти таблетки будут несоизмеримо больше, чем на обычное сырье. Переговоры с Японией заканчиваются успешно. Страна восходящего солнца готова не только покупать таблетки казахстанского производства, но и направить своих лучших специалистов для обучения молодых казахских студентов самым современным технологиям производства и открытием в атомной энергетике. Казахстан, благодаря усилиям Мухтара Джакишева и его команды, готовится стать урановой державой. Строятся заводы, налаживается обучение инженеров, разрабатываются контракты о поставках будущих таблеток в Индию и Китай. Внезапно, 21 мая 2009 года, Мухтара Джакишева задерживают в офисе и предъявляют обвинение в растрате веренного государством имущества. И естественно, большинство проектов, связанные с Мухтаром, закрываются. Япония прекращает сотрудничество. Мухтар отсидел в тюрьме целых 11 лет. До сих пор вся эта история с его задержанием и посадкой в тюрьму окутана тайнами. И только в марте 2020 года он выходит на свободу. Народ встречает его как национального героя. А ведь действительно, это и есть герой. Сколько рабочих мест им создано, сколько больниц, школ, спортивных площадок, дорог и мостов построено на прибыль от компании Казатомпром. Сколько денег мировая компания Казатомпром принесла и приносит Казахстану. А ведь она могла обанкротиться еще в 1998 году. Но Мухтар повел ее по другому пути. Именно такие люди, как Мухтар, и есть основа любой страны. Не хотелось, конечно, заканчивать на грустной ноте, но это реальная история, и я не могу изменить обстоятельства и биографию Мухтара. Сегодня Мухтар Джакишев с нами, и даже несмотря на 11 лет, проведенные в заточении, в тюрьме, он настроен трудиться на благо Казахстана. Вопреки всему, возрожденная Мухтаром Еркыновичем из пепла, подобно птице Фениксу, компания Казатомпром до сих пор, благодаря заложенным им основам, остается мировым лидером на рынке по добыче и запасам урана. Пример компании Казатомпром и Мухтара Джакишева показывает, что Казахстан вполне может создавать конкурентные мировые компании, которые могут лидировать в самых разных сферах и отраслях. Вот они, 5 историй. Иманбек Зейнеков, Номад Станц и Жайдарбек Кунгужинов. Мини-футбольный клуб Кайрат. Непобедимые олимпийские чемпионы по боксу. Мухтар Джакишев и Казатомпром. В этом и заключается величие компании и человека. Одно дело достичь чего-то в уже развитой современной стране, где есть все условия, тебе открыты все дороги и возможности. И совсем другое дело достигнуть успеха планетарного масштаба в казахстанских реалиях, при всех минусах и плюсах, при всех преградах и возможностях. Сегодня распространен стереотип о том, что казахи – это ленивые бездельники. Но разве может ленивый народ владеть 9-й страной по площади в мире? Неужели ленивый народ смог бы распространить свой язык от гор Алатау до берегов Волги? Разве может ленивый народ раз за разом побеждать в мировом боксе? Неужели ленивый народ может создать лидирующую мировую компанию по добыче урана? Разве может музыка ленивого народа заставлять плакать людей в разных уголках планеты? Разве может ленивый народ, пережив столько трагедий, вновь и вновь творить историю? Нет, слово «ленивый» — это точно не про Казахстан, и не про казахстанцев, и не про казахов. Ставьте лайк, если любите Казахстан, делитесь этим видео, чтобы больше людей узнало об этих 5 историях. Жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Сіздермен болған Айвар Азаматов. Келесі кездескенше сау болыңыздар.